как ингуши связали свою судьбу с Россией, минуло 2,5 века. Достаточное время, чтобы осмыслить всю мудрость решения наших предков. Тот исторический момент в красках отражен на полотне художника Артемьева. 1770 год. Склон согласия вблизи селения Ангушт. Ингуши, первыми из северокавказских народов, добровольно соединились с огромной державой – Россией. Представители 6 ингушских фамилий, по 10 человек от каждой, подписали договор с генералом Дель Поццо, который состоял из 20 пунктов условий и 9 пунктов привилегий, которые давались по этому договору ингушскому народу. Судьбоносный момент для ингушского народа и исторический для России. Это соглашение стало началом укрепления государственности могущественной страны на юге. Вхождение ингушей в состав империи состоялось не вдруг и не в результате войны. Этому предшествовал длительный период постепенного сближения. Это был период активного возвращения ингушей на свои плоскостные земли, когда-то покинутый период татаро-монгольского нашествия, потом нашествия Тамерлана. Поэтому и здесь были взаимообоюдные интересы. И Российской империи, которая нуждалась в союзниках здесь, на Северном Кавказе, и ингуши тоже нуждались в таком союзнике. Очень значимо было это вхождение, потому как небольшому по численности народу нужно было сохраниться. А для того, чтобы сохранить себя, подобно России, которая когда-то имела сильное плечо Византии, нам нужно было плечо соседа, который видел и в нас необходимость, точно так же, как мы чувствовали силу свою, если мы пойдем вместе с российским государством. На протяжении всей истории взаимоотношений с Россией ингушский народ не раз доказывал, что дорожит единством с ней. История хранит примеры достойного участия наших земляков в исторической судьбе государства. Лучшие сыны народа стояли на защите своей большой родины. Многие из них пали смертью храбрых на полях сражений. Ингуши очень много сделали для победы в Великой Отечественной войне. Вели себя исключительно мужественно. Проявили себя как храбрые воины и защитники Отечества. Это очевидный факт, этому есть многочисленные документальные подтверждения. Клятва ингушей на верность, данная в конце 17 века, и обязательства, взятые на себя Россией, нерушимы все эти годы. При поддержке федерального центра республика преодолевает сложности своего становления. Медицина, здравоохранение, экономика. Развитие этих отраслей было бы невозможным без материальных вложений России в виде федеральных целевых программ. Живем в комфортных условиях, в комфортной республике, когда мы сегодня строим огромное количество объектов, мы сегодня поднимаем нашу культуру, мы развиваем нашу литературу, искусство. Сегодня у нас появился целый, можно сказать, класс или пласт интеллигенции. Сегодня мы как раз и наблюдаем результат этого развития. Став частью большой российской семьи, ингушский народ сохранил свою идентичность, исторические традиции и культурные ценности. Перед молодой республикой стоят серьезные разноплановые задачи, которые без сомнения будут реализованы на благо Ингушетии и многонациональной России. Хава Султыгова, Новости 24.